В этом году 29 марта в городе Санкт-Петербурге в Музее антропологии и этнографии имени Петра Великого Кунсткамере Российской академии наук состоялось одно из знаменательных исторических событий – презентация каталога музейных экспонатов малочисленного коренного северного народа Долган, охотники, оленеводы, хатанги и анабара, представляющая коллекцию Петра Ванифатьевича Слепцова в собраниях Музея антропологии и этнографии Российской академии наук. Выпуск каталога был приурочен к 90-летию Анабарского национального Долгано-Эвенкийского улуса района Республики Саха-Якутия по инициативе энтузиаста-краеведа Анабарского улуса Акулины Иннокентьевны Константиновой и администрации Анабарского района и стал плодом сотрудничества между Музеем антропологии и этнографии имени Петра Великого и Анабарского улусного краеведческо-этнографического музея при финансовой поддержке Фонда содействия развитию Анабарского района. 2020 год по указу президента России Владимира Путина был объявлен годом патриотизма. В этом году началась разработка каталога, а в 2021 году, в год науки и технологий, работа была завершена и увидела свет. В коллекциях, собранных Петром Ванифатьевичем Слепцовым, выходцем из Вилюйского улуса, в свое время, в далеком 1928 году, он, будучи известным картографом, энтузиастом, краеведом, прибыл в наш район с особой миссией. Он проводил районирование района и составлял карту Якутии. И вот ему было задано задание, чтобы он не просто составлял карту, а еще и собирал у местного населения необычные диковинные предметы из повседневности и одежду. И впоследствии все его коллекции были переданы в фонд Музея этнографии и антропологии Кунсткамера. И сегодня, практически спустя более 90 лет, у нас есть такая замечательная возможность запечатлеть все эти коллекции в нашем каталоге. Первые истоки этой работы начались именно с нашего местного энтузиаста-краеведа Акулины Иннокентьевны Константиновой. Она у нас изучает сама историю Анабарского улуса на общественных началах. И она знала, что в свое время вот Петр Ванифатьевич вывез коллекцию из нашего района и написала письмо в администрацию нашего улуса с тем, что в прошлом году наш улус отмечал 90-летний юбилей, и она выступила инициатором того, чтобы выпустить вот такой вот замечательный каталог. Наш район поддержал ее, и фонд содействия развития, экономического развития, директор Густав Семенович поддержал, он софинансировал выпуск этого каталога. И в конце прошлого года мы в сотрудничестве с музеем, с коллегами из Музея антропологии и этнографии написали вот такую вот работу. Было очень интересно участвовать в этой работе. Мне, как сотруднику музея Анабарского улуса, для меня это большая честь быть причастной в разработке вот такого вот замечательного каталога, который будет достоянием для наших будущих поколений. В состав творческого коллектива, подготовившего каталог к изданию, вошли сотрудники и ученые Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Кунсткамеры Российской академии наук, доктор исторических наук, заведующий отделом этнографии Сибири, ведущий научный сотрудник Музея антропологии и этнографии Российской академии наук Сергей Васильевич Березницкий, кандидаты исторических наук Владимир Иванович Дьяченко, Ольга Борисовна Степанова, Елена Геннадьевна Федорова, кандидат филологических наук Наталья Павловна Капанева, кандидат социологических наук Владимир Николаевич Давыдов, директор Анабарского музея Надежда Николаевна Слепцова и многие другие. Они классифицировали и описали большую часть этнографической коллекции Петра Слепцова, хранящейся в фондах Кунсткамеры, ранее нигде не публиковавшейся и насчитывающей свыше 500 наименований.
Это пример коллаборации Федерального научного учреждения и муниципального образования республики. Разрешите мне передать слова приветствия от имени Алексея Сергеевича Николаева, главы нашей республики, и сказать, что здесь действительно возрождается та история, и мы глубоко и сердечно благодарим музей за то, что вы всегда поддерживаете наши инициативы, всегда уделяете огромное значение, а тем более теперь, когда Арктика на устах у всех. Нет ни одной конференции, где бы не звучало слово «Арктика». И вот сегодня яркий пример этого сотрудничества, когда наш арктический район присутствует в музее Кунсткамера. Я уверен, что это глубокий, аналитический, носящий огромное научное значение труд станет широким достоянием и будет в каждой библиотеке в нашей республике, в нашем последствии, в Российской Федерации в целом. Низкий вам поклон, мы всегда открыты и готовы к сотрудничеству, поэтому всех поздравляю, надеюсь, что все сегодня получат огромное наслаждение от этого научного труда. Спасибо. Изучение Арктики – это не просто посвящение исследований уникальным народам Севера, это еще и популяризация этой культуры, донесение до мнения, до сведений населения, в том числе до молодежи, уникального культурного кода, уникальных знаний об арктических народах. Задача ученого-этнографа, задача североведа не просто изучить, но и оставить след. И вот такие издания, такие уникальные каталоги и есть то самое движение навстречу сохранению этого культурного наследия. Каталог иллюстрирует этнокультурные особенности коренных жителей Хатанга-Набарского междуречья, которые до сих пор хранят свои кочевые традиции. Именно поэтому во время презентации были представлены не только некоторые экспонаты из этнографической коллекции Петра Слепцова, хранящейся в фондах Музея антропологии и этнографии, но также аналогичные им современные этнографические предметы, которые были специально привезены из Республики Саха-Якутия, и один из современных комплектов промысловой одежды, выполненной долганской мастерицей Анной Поповой из села Урюнхая, который был передан в качестве подарка в фонд музея Кунсткамере, где ему найдут достойное применение. Вы учитель для этнографии, и вы современная культура, современная этнография. Спасибо вам огромное. Это я передаю торжественно главному хранителю. Мен үрін қайбы хөлігіттен, набылыттан түріктәқпен, иккес ұстадаға чүміліхетінен үлелейбін. Кергенім Анатолий Валерьянович кені иккес ұстады біріге жире, түйті оғылақ бұд, сайынлары кығынлары ұстадаға көхі бұд. Бәйім оғар дәқпіттен табағаттарға етілен олапыт боламын, күрутын жоным истенелерін көрін, әбем сақа серен народ мастара, кенені көрін өретен иске көрігі жынлапып боламын бәйім интригергәмін оғар дәқпіттен жарықтанабын, бастан оғыянтын хағылабытым. Әбәм жібәйті кені оғыян үтереді, олымны үксін оғырынан жарықтан әреді біт бастан. Онтын әбәбінен олырымыд жебетігерді илен кәмметігер күрутынлік иске қаракаралан хыстан түйтан ғатигерге білген өренен истенер болым. Қандай таңыстардың ағылды? Же кергенім оғылырым таңыстарын, кергенім, опсайынан же кергенім таңыстарын ағылым. Оғылырым кығыңы көскі кетер комплекттарын, қопалақ, ымтықалақ етер бәйін. Онна бәйім бұл кетен тұрар, барағынныққа кетер күні көрсі, табағаттыр күнлергер үксін мандық наряднай оғырулақтанға кетебет, оны ағылым. Онна туғыттан тири таңыстан тегілі бітәме оғыруынан кергетілі бет, барағынныққа кетелілер оғылыр таңыстарын әмейт жекелі. В
В 50-х годах 20 века опись старинных вещей составила и зарегистрировала молодая аспирантка Евгения Быкова-Алексеенко, известный китолог, автор 200 публикаций, научный руководитель Ольги Степановой, которая работает научным сотрудником в отделе этнографии народов Сибири Музея антропологии и этнографии Кунсткамеры. Она является автором статьи о шаманском одеянии. Имя человека, который регистрировал эту коллекцию в 50, по-моему, 6-м или в 59-м году. Это происходило. Евгения Алексеевна Быкова. Это девичья, Быкова, это девичья фамилия Евгении Алексеевны Алексеенко. Впоследствии, ну тогда она была молодой аспиранткой, которая только пришла в музей, и по записке собирателя она составляла опись этой коллекции. Вот. Впоследствии она стала известнейшим китологом, сибиреведом-китологом, с мировым именем, ученый, специалист, автор около 200 публикаций, мой научный руководитель. Она вот ушла в 17 году. Она очень облегчила нам работу по составлению каталога, потому что прежде чем мы приступили, собственно, к каталогу, мы перерегистрировали эту коллекцию. И вот описание предметов, которые были ей сделаны, пожалуй, сделали возможным этот каталог, его издание. Потому что некоторые коллекции, до которых, что называется, еще не дошли у нас руки, не столь хорошо описаны. Вот эта работа по перерегистрации коллекции у нас постоянно ведется, но не так быстро это все можно сделать. Где-то предметов, всем отделам предметов 400-500 в год перерегистрируем. А при хранении в фондах 50 тысяч предметов, сами представьте, на сколько лет эта работа затянется. Ну вот я в каталоге писала статью по сакральным предметам, которые в этой коллекции содержатся. По шаманским костюмам их в этой коллекции 3. 3 кафтана, 2 бубна, порядка 8 колотушек к бубну, 1 штаны шаманки. Очень интересный предмет, надо сказать. Не в каждом костюме встречается. Костюмы, они, конечно, уникальные, с одной стороны, поскольку каждый костюм – это творчество его автора, который костюм создавал. И с другой стороны, они традиционные, то есть типологичны. Создавались согласно древней традиции. В этой витрине один из костюмов этой коллекции, лучшие, конечно, подвески у него, похоже, остались на спине. Этот костюм создает образ птицы и образ оленя. В коллекции Слепцова нужно сказать, что в ней есть еще один самый, на мой взгляд, интересный, самый уникальный предмет. Его фотография есть на обложке альбома. Ее долго не было, я все думала, когда же она там появится. И вот появилась, когда уже мы альбом в руках, в бумажном варианте ее увидели. Это изображение, деревянное изображение шаманской дороги в Верхний мир. Шаман, когда камлал в Верхний мир, по итогам его путешествия изготавливалось вот это изображение. Одновременно оно представляло собой дерево, мировую ось, по которой шаман, собственно, и поднимался на вот эти ярусы неба. В визуальном выражении предмет выглядит так. Это вот деревянная палка, на которую насаживаются с отверстием в середине такие пластиночки. Несколько пластин изображают собой ярусы верхнего мира, и венчает дерево птица. В данном случае двухголовая птица. Мы не знаем, какую породу птиц она изображает. И вот сколько раз шаман камлал в Верхний мир, столько раз изготавливалось у них согласно описи коллекции это изображение. То есть эта информация, зафиксированная Слепцовым, в общем, уникальная информация, очень редкая. Такие вещи у других народов
ну, по крайней мере, в коллекциях нашего музея таких вещей нет. Вот эта дорога шамана, одновременно дерево на небо. То есть предмет уникальный абсолютно. Он, я считаю, вот как бы визитная карточка вот этой коллекции Слепцова. Попал в каталог, почитайте о нем в моей статье. Исторических, полевых, этнографических, музейных. Петр Слепцов – этнограф эпохи этнографии. Было такое время в истории нашей страны, тогда Советского Союза, когда этничность и национальный вопрос были главными вопросами идеологии, а этнография считалась квинтэссенцией общественных наук. Это 20-е годы, первые годы советской власти, пик внимания к этничности, расцвет всего, что связано с этим, целая серия блестящих экспедиций долговременных, классически долговременных. Они проходили по году и в Западной Сибири, на Ямале, в тайге, тундре, в Эвенкии, в Якутии, в других местах. Мы недооцениваем того, что происходило тогда. Так что его судьба – это, знаете, как комета. Вот на том небосводе расцвета этнографии в советское время, в первое десятилетие советской власти. И все, знаете, и во времени, и в пространстве, в этом интереснейшем пространстве замечательно. Не доставало только одного – достать эти материалы и опубликовать. Они в свое время не дождались публикации, не дождались вот такого экспозиционного показа, музейного показа. Словом, задержка всего лишь, почти на 100 лет случилась. Тем не менее, вот эта замечательная эпоха. Я очень рад, что мы сейчас нашими руками даем свет, открываем вторую жизнь этим сборам и в том числе оживляем наследие Слепцова, образ его. Так что мы очень рады, что наш музей принимает участие в этой совместной с якутскими специалистами работе по восстановлению и славного имени, и наследия. Да и вообще, честно говоря, это очень существенный вклад в этнографию, в исследование культур народов Ленского края и Таймыра. Фонд участвует в таких мероприятиях, да, финансирует данные мероприятия. Всего мы тиражировали 500 экземпляров, и уже оно считается востребованным. Даже издательские дома просят нас продать данные экземпляры. Мы сейчас в первую очередь распространяем данные книги по музеям, в архивы сдаем, для того, чтобы долганская культура, культура народов Севера дальше продолжалась, и чтобы могли изучать, кому это интересно. Ну и вообще, я думаю, это издание получилось очень качественным и с иллюстрацией вот этих экспонатов, которые, я думаю, для большинства читателей будет очень интересно. Действительно, симбиоз, да, это сотрудничество, это результат труда между отношения между музеем этнографическим Саскалахи Анапарского района и, музеем антропологии и этнографии. Данные сотрудники музея выезжали, консультировались с нашим музеем. И в действительности администрация района действительно это финансирование прежде всего дало возможность его печатному изданию. Оно очень долго было на устах, но в действительности, в реальности, из-за того, что не хватает финансовых средств, не было издано. Выражаем слова благодарности сотрудникам музея антропологии и этнографии, которые позволили у них здесь, в их доме, презентовать эту нашу книгу, каталог. Далее хотелось бы признать тоже слова благодарности постоянному правительству нашей республики при президенте Российской Федерации. Потом хотелось бы тоже поблагодарить издательский дом «Бичик», потому что они издавали данную публикацию. Ну и хотелось бы тоже пожелать всем дальнейших успехов для
значит, развития всех тех проектов, начинаний, которые плодотворно оказывают сохранение культурного наследия нашей страны. Презентация каталога состоялась также в Республике Саха-Якутия, в Якутском объединенном музее истории и культуры народов Севера имени Емельяна Ярославского, где присутствовали историки, этнографы, сотрудники Института гуманитарных исследований, представители малочисленных народов Севера, сотрудники музеев и библиотек, потомки Петра Слепцова. У Петра Ванифатича было 8 детей. До советской власти, при советской власти жили только 4. Это старшая Елена, потом Мария, это моя мама, затем, Маргарита и Валентина. Остальные, к сожалению, умерли в младенчестве. Мы, думаю, продолжили научную, стезю нашего деда. Деде рассказывала старшая его дочь Елена, которая жила в моей семье. Она постоянно сопровождала отца в некоторых его поездках. В том числе, она жила вместе с ним в Ленинграде. Помогала ему в работе, с бытом, и даже похоронила его там на Волковском кладбище. Она прожила очень долгую жизнь, почти до 90 лет. Много мне рассказывала о своем деде, о бабушке. Это Александра Петровна Афанасьева, тоже достаточно знатный род нашей республики. Я выборочно смотрел раньше различные его рисунки, фотографии, которые хранились в наших семьях. Но сейчас впервые увидел обобщенный такой материал, целую коллекцию его рисунков, фотографий, фотографии других, заинтересованных лиц, которые хранятся в Кунсткамере. К сожалению, весь материал там написан на старорусском языке, поэтому я не смог, конечно, ознакомиться полностью. И в то время, когда я интересовался, материал, архив был немножко закрыт.
Вот сейчас мне говорят, что в принципе можно ознакомиться. Возможно, в следующую поездку в Санкт-Петербург я посещу и Кунсткамеру, и кладбище, где похоронен мой дед. Петр Ванифатьевич Слепцов материалын научный архивтарга үйретін турабын. Музей антропологии и этнографии Кунсткамераға Петр Ванифатьевич Слепцов коллекция тенеме үйретін турабын. Онан бұл Петр Ванифатьевич Слепцов коллекция тегар каталог тақсымды хүрда өрілі ақвол. Бұл коллекция, бұл издание тақсарын бігі үйретер жонлар көпіп етір атта. Onun bollarına bu kolleksiya indikitin nauşnaya igega onun opsiyonun bu anabır hatınga anabır rayonun internet jonga üreter jonga hüddah tohlaq bolu diyanı. По трудам таких краеведов республики, как Петр Ванифатьевич Слепцов, которые в непростых, сложных условиях исследовали нашу территорию, и благодаря их труду сохранены уникальные вещи наших народов в городе Санкт-Петербурге, музее антропологии и этнографии имени Петра Великого. Вот. Надеемся, что книга станет учебным пособием для студентов и многих исследователей научной среды, будет основой для учения молодого подрастающего поколения, будет познавательной коллекцией для промышленности, ну и будет очень хорошим книгой по изучению нашего края, по истории изучения нашего края. И в дальнейшем оно будет иметь ценность. И сейчас, спустя целое столетие, данная работа станет достоянием мировой науки и общественности во имя распространения знаний об этнических культурах как бесценном достоянии человечества.